Жестокое обращение с животными или крайняя необходимость. Случаи в столичном поселке Краснозатонске бурно обсуждают в сети. Прогуливаясь по улицам Сосновой Поляны, две женщины спустили среднеазиатских овчарок на дворовую лайку. В неравном бою с алабаями та едва не погибла. На помощь пришел хозяин с метлой. О причинах и следствиях этого конфликта Алексей Корчма. Ну. Что ты? Добрейшей души человек, никого не обидит никогда. Дети тут у нее лучшие друзья. 8-летняя Туня шестой день зализывает раны. Неожиданная встреча с двумя алабаями для нее окончилась ветеринаркой. А ничего не предвещало, вспоминает хозяин лайки. Хотел идти с собакой погулять. Начал ее цеплять возле калитки, и она сорвалась, в общем, рука-то болит, и не могу. В общем, она сорвалась и побежала в эту сторону. Я смотрю, там люди идут. Но она людей никогда в жизни никого не трогала, не кусала, ничего. Думаю, пробежится и обратно. А там, смотрю, такие здоровые собаки. Она хотела мимо них проскочить по канаве и дальше туда, к соседу бегает иногда. Все, что случилось, записали камеры наблюдения. Вот мужчина, ребенок в коляске, две женщины, два алабая на поводках и маленький спаниель рядом. Дружно прогуливается по одной из улиц Сосновой Поляны. Навстречу лайка. Женщины останавливаются и спускают овчарок. Я потом смотрю, ошалел, эти снимают с поводка и на нее прямо науськали. Это как так можно? И науськали прямо на собаку мою, и прямо сначала в канаве, потом она выскочила, поймали еще раз, потом еще раз. А я ошалел, тут возле калитки стою, не знаю, что делать. Я потом, тут метла у меня есть, метлу схватил и туда. Одной по горбу дал, второй. И они отскочили немножко, и собака-то у меня убежала. Вот сюда вот. Среднеазиатские овчарки, они же алабаи, всегда защитят хозяина, отличные сторожевые псы. Эта порода одна из немногих, кто уживается с другими домашними животными. Как правило, контролируют свою агрессию, но воспитывать их надо сразу. У хозяина овчарок своя правда, мол, это была крайняя необходимость. Та агрессивная лайка потенциально угрожала и ребенку в коляске, и их маленькому спаниелю. Алабаи лишь защищали своих. История неприятная и, возможно, с продолжением. Свое лицо мужчина просил не показывать. Собака выскочила из-под забора, побежала. Рядом со мной спаниель шла, я с коляску как раз катил с ребенком. Со мной шла спаниель. Видно сразу, что она побежала прямо на спаниель. Она не на них побежала, она побежала на спаниель. В принципе, все, вот отпустили. Это чистая защита своего имущества, как так сказать. Отпустили вторую собаку, но это уже просто было состояние аффекта. То, что люди нам приписывают, это чистой воды вранье и, я не знаю, неграмотно, что ли, людей. Запись камер наблюдения выложили в интернет, и уже в сети началась грызня. Одни говорят, со стороны людей это неоправданная жестокость. Другие возражают, мол, сама лайка вынудила действовать именно так. Потом посыпались угрозы. Писали такие вещи, что там неприятно, я бы так выразился. Там чуть ли не до нервного срыва уже доходило. Супруга, аж ей в личные сообщения приходили угрозы жизни. Мол, там оборачивайся, бойся, все тому подобное. Ей пришлось из-за этого страницу удалить. Потому что, представляете, каждые 5 минут, наверное, за час только, потому что штуки 4 пришло таких сообщений. Причем с разных городов, не только с Сыктывкара. Хозяин алабаев обратился в полицию, расценив размещенную в сети запись камер наблюдения как вмешательство в частную жизнь. Свое заявление написал и хозяин пострадавшей лайки. Очень вероятно, что наказание понесут оба. Участковым также выделен будет материал проверки в отношении алабаев, получается. По статье 10.6 материал направлен будет в управление ветеринарного санитарного надзора, где всматривается административная ответственность на граждан от 1000 до 2000 рублей. То есть в обоих случаях они будут привлечены к административной ответственности. 1 января 2020-го вступили в силу некоторые статьи закона об ответственном обращении с животными. Собак определенных пород нельзя выгуливать без намордников, если только это не закрытая территория, где должна быть табличка «Осторожно, злая собака». В списке порядка 80 потенциально опасных пород. При этом некоторые зоозащитники опасаются, что борьба с агрессивными собаками со стороны контрольных органов может вылиться в борьбу с их владельцами. Алексей Корчма, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.